бассын алға, біз қазақпыз. Бізге әңгімең бар ма, сен білесің бе? Қазақтарға секірме, сені екі сөз күтеді. Далаға шығамыз, қаңғырамыз, как всегда. Ей қазақ, сескенбе, бас алға, баса бер қазақ. Ешкімнен қорықпа, сыйламайтын адамдарды. Тағы не айтады саған, айтады сөз көп. Ходу қадап ұста, тұра берме күтіп. Еу қазақ деген сөз, қара шаш, қара көз. Бізбен кездескен адам айтады, ей бобай-ей. Сақшыл қазақтар, алға басыңдар, саспаңдар. Төбелестен соғыстан, ешқашанда қашпаңдар. ГВД, УВД деген жерлерге жоламаңдар. Біз қазақпыз деген сөзді ұмытпаңдар. Қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз. қазақша стиль, біз орамыз, біз атамыз. қазақша стиль, біз тек алға басамыз. қазақ екенімізді ертең айтамыз. қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз. қазақша стиль, біз орамыз, біз атамыз. қазақша стиль, біз тек алға басамыз. қазақ екенімізді ертең айтамыз. Ей қазақтар, бізді тыңдаңдар. Қазақтарды сыйламаса, лучше пусть в гробу лежит. Жаны тәтті болса, пусть забьется и дрожит. Мен сізге айтатын сөзім, қазақ тілді ұмытпаңдар. Орыстарын, жаргондарын көп айтпаңдар, бірақ керек кезде айтып қал. Үндемей тұрма, мен қазақпын. Маған әңгімең бар ма? Тағы не айтайын саған, айтатын сөз бар. Ешкімді сен аяма, покажи свой удар. Егер аясаң оны, одан ештеңе шықпайды. Сен аяған адамдар сені аямайды. Я қазақтың балдары, өмір қиын болып баратыр біздің тамырымызда. Қазақ қаны ағып жатыр, так что саспаңдар. Ты ударил, ты убил, сен қазақсың, біз қазақпыз. Қазақша стиль, қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз. қазақша стиль, біз орамыз, біз атамыз. қазақша стиль, біз тек алға басамыз. қазақ екенімізді ертең айтамыз. қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз. қазақша стиль, біз орамыз, біз атамыз. қазақша стиль, біз тек алға басамыз. қазақ екенімізді ертең айтамыз. Йо қазақтар, біз оттада жаныппыз, біз қазақпыз, өте мықты халықпыз. Если жить не хочешь больше, бізге хабарлас. Считай, что ты уже покойник, қазақ, алға бас. Қазақша стиль деген өте жақсы зат. ДМХ, это клан, это наш отряд. Егер сен қазақ болсаң, сен бізді түсінесің. Біз қазақпыз, аш қазақпыз, оны сен білесің. Енді не айтайын сізге, айтатын сөз жоқ. Қазақтардың мінездері, как электрошок. Ал жақсы қазақтар, біз өте үлкен халықпыз. Алға басыңдар, сен қазақсың, біз қазақпыз. Қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз. қазақша стиль, біз орамыз, біз атамыз. қазақша стиль, біз тек алға басамыз. қазақ екенімізді ертең айтамыз. қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз. қазақша стиль, біз орамыз, біз атамыз. қазақша стиль, біз тек алға басамыз. қазақ екенімізді ертең айтамыз. қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз. қазақша стиль, біз орамыз, біз атамыз. қазақша стиль, біз тек алға басамыз. қазақ екенімізді ертең айтамыз. қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз. қазақша стиль, біз орамыз, біз атамыз. қазақша стиль, біз тек алға басамыз. қазақ екенімізді ертең айтамыз. Don't get too close because you might get shot. By the time you see him. Қазақстаным, сүйікті жерім, еркін әлемім. Соғыстан, атыстан біз өтіп шықтық. Қазақ елдің талабы тек бейбітшілік. Қазақстан кең дала, біздің қазына. Қазақтар қараңдар, бұл біздің орда. Біздің табиғатымыз, біздің мұнай, біздің кен. Қазақтардың елінде бәрі де есен. Қазақстан деген сөз өте бағалы. Қазақ елдің басшысы өте беделді. Ең алдымен Қазақстанды қолына алды. Қазақ жерді, қазақ елді тәуелсіз қылды. Қазақтар басыңдар, бұл біздің кезең. Қазақстанды көтеріңдер, шынығып үйрен. Күн батыс, Маңғыстау, бұл біздің аудан. Алтын күн, алтын дән, біздің Қазақстан.
не люби. Казахстан край большой, ты всегда со мной. Люди, берегите этот край родной. Наша природа, наша нефть, наша руда. В нашем Казахстане люди счастливы всегда. Снова Казахстан, нет никакой цены. Спасибо большое президенту страны. Просто первым делом Казахстан он в руки взял, и только потом он независимым стал. Народ, не тормози, это наше время. Теперь мы свободны, мы избавились от бремя. Город Актау, область Мангистау, запад Казахстана, хип-хоп в руки взял. Жерім, осы қазақ жерінде туылып өстім. Ата бабаларымыздың бастаған істі, сол іске арнап шығарма жаздым. Менің айтқан сөзімді есіңе сақта, ешкімнен қорықпа, тізеге тұрма. Көшкін қарлы боран тұрса ешқашан қашпа, сенің ұлтың қазақ болса жеңіліп тұрма. Ұлы Қазақстан, елеулі отан, қазақ жерім елім үшін бәрін аударам. Жалауымды, елтаңбамды көтерем елге. Қазақстан бұл біздің жер, бұл біздің өлке. Қазақстан елім үшін бәрін де істеймін. Қазақстан жөнді жері, оны дәлелдемін. Қаны жерлер, қанаушылар қарын тойдырады. Қазақ елдің жетістігін өзіне пайда қылады. Енді тыңдаңдар, еске алыңдар, Қазақстан ел үшін бәрін салыңдар. Қазақстан елтаңба, Қазақстан жалауы, Қазақстан ұраны, алтын күн аспаны. Ғаламдағы асыл жандар аналарға арнаймыз. Арманым бар тербететін менің жүрегімді, анам саған арнаймын осы өлеңімді. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сенен асқан бұл ғаламда артық жан жоқ мен білем. Айналайын анам, мен сені сүйемін, баршамыздың сезімі осы деп сенемін. Саған деген сенім, үміт, махаббатым мол, мен сені әлпештеймін, бақытты тек бол. Анашы менің асылды жүрегім, қартаймашы ешқашан, бұл менің тілегім. Сені ай мен күнге ерекше теңеймін, сен менің жүрегімсің, басқаны білмеймін. Шынымды айтсам анам менің мақтанышым өмірімде, сенің көзің нұр шашады асыл күшті көңіліме. Саған деген тілейтінім тек қана бір тілек, жарқырай бер аман бол, біз болайық бір тірек. Асыл ана менің жаным, өзіңсің маған таным, мен сені сүйсім ана, сенде жан бар ма? Ана сүтін ақтамасаң сені жақтамайды, анаға деген сезімің ешқашан тарқамайды. Ана деген сен үшін бар жанын салар тұлға, анаңды сен ардақта, арманы ал қолға. Анасы сыйламаса адал деме, әке
әкесін сыйламаса адам деме, ата анасын сыйласа егер әрбір бала адам атын ақтаған азамат ана. Ана ұлын арыстанның аузынан алады, ана қызын жамандықтың жадынан қағады. Бұл енді ата ананың асылда бір парызы, Алланың алдындағы ең қымбат қарызы. Әйелді жаман десең, анаң соның ішінде. Анаңды сіңірен жетпей, мәңгілікке құрметте. Анаңның тағдыры үшін бар күшіңді сал, ата анаңның парызын қайтарып сен ал. Ананың жүрегі теңізден терең, ана деген асыл жан үйренді жирең. Әке тірегің, ана жүрегің, бұл менің сізге айтар асылда тілегім. Жанымдағы жан анам маған берер мол мұрат, сол анама беремін өшпестей әл ауқат. Мен сені сыйлаймын, махаббатым мол, қасыңдағы тумалармен бақытты сен бол. Ана деген сен білмесең қасиетті ұғымда, аналарды сыйлаңыздар асыл жандар ғаламда. Ананың жоқтығын қиналғанда білеміз, бірақ олар жоқ болмасын, жоқ болмайды сеземіз. Ата анамыз бар болсын ей адамдар, ата ананы сыйлайық түсіңдер жараңда. Анасыз өмір емес, оны құрметтейік, аналарымыз аман болсын, қуаныш бөлейік. Асыл ана менің жаным, өзіңсің маған таным. Мен сені сүйем ана, сендей жан бар ма? Здравствуй, милая, решил я написать тебе письмо. Я понял, что любить тебя мне не суждено. Я знаю, что ласкать тебя не буду никогда, но я пишу письмо, хочу, чтоб ты все поняла. Я вспоминаю, жду, а от тебя ни строчки, ни письма. И вся наша любовь лишь сплошная кутерьма. Ты напиши в ответ мне, объясни мне эту боль. И вообще, что я пишу в письме, не играет роль. Ну как мне объяснить тебе, ну что мне написать? О том, что я тебя люблю, не буду повторять. Какой бы ни был твой ответ, но я тебя пойму. Я от тебя письма, родная, с нетерпением жду. Ну все, пока, подруга, больше нечего мне написать. Надеюсь я, что сможешь ты мое письмо понять. Своим подругам не забудь привет мой передать. С огромной любовью навеки твой канат. За окном мерзкая погода, и вдоль все льет и льет. Я так полюбить тебя хотела, но сердце не дает. Полюблю ли я тебя так крепко, как любишь ты меня? Фотография на стене твоя, смотри на меня. Салам, девчонка, вот решил писать
письмо тебе написать. Наверное, догадалась ты, что я хочу тебе сказать. Подруга, ты пойми меня, пойми мои слова. Зачем ты это сделала? Плыток отвергла. Скажи мне, любишь ты его? Ответь мне на вопрос. Но не подумай ты о том, что я сдираю спрос. Подруга, не подумай ты, что я тебя виню. Ты напиши мне, объясни, и я тебя пойму. Плыток какой-то не такой, не спит, не ест, не пьет. Твое глубокое молчание ему покоя не дает. Печаль в его глазах горит, душа не могла. Ты напиши ему письмо, пойми мои слова. И я хочу тебе сказать, хочу я объяснить. Ведь ты не понимаешь, не можешь ты любить. За это все, за эту боль я не прощу тебя. Я не пойму, ну как Плыток мог полюбить тебя? Ну ладно все, ну что со мной такое происходит? Ты извини меня, конечно, просто сердце ноет. Плыток мой брат, и я его ценю и уважаю. Но и тебя, твое я сердце тоже понимаю. Ну все, подруга, все, мне больше нечего писать. Пишу тебе письмо свое я с чистою душой. Потом я постараюсь написать тебе опять. С огромным уважением, навеки твой плейбой. За окном мерзкая погода, будто все льет и льет. Я так полюбить тебя хотела, но сердце не дает. Полюблю я тебя так крепко, как любишь ты меня. Фотография на стене твоя, смотри на меня. Любимая моя, я от тебя письма не получал. Не знаешь ты, с какой надеждой я письмо писал. Может, ты по-прежнему скучаешь, любишь, ждешь. Я уверен в том, что ты мне весточку пришлешь. Снова я пишу тебе, пишу от всей души. Может, что-то здесь не так, но ты меня прости. Если где-то есть ошибки, это не беда. Ведь ошибки в жизни каждого бывают иногда. Я люблю тебя, и ты должна меня понять. Я так хочу тебя любить, я так хочу ласкать. Я никого так не любил, так как любил тебя. Но что поделать с этим, ведь это все судьба. А жизнь моя по-прежнему такая, как давно. С учебой все нормально, но счастья не дано. Здоровье вроде ровное, и горя вроде нет. Друзья мои от всей души передают привет. Мне было очень трудно слышать те твои слова, когда в лицо сказала мне, я не люблю тебя. И после этих горьких слов, как мне жить вообще, если нет любви твоей и жизнь моя во тьме? Ну все, пока, до новых встреч, жду от тебя письма. Я знаю, письма все мои доходят до тебя. Ответа твоего я буду непременно ждать. Увидимся еще с тобой, навеки твой канат. За окном мерзкая погода, будто все льет и льет. Я так полюбить тебя хотела, но сердце не дает. Полюблю я тебя так крепко, как любишь ты меня. Фотография на стене твоя, смотри на меня. За окном мерзкая погода, будто все льет и льет. Я так полюбить тебя хотела, но сердце не дает. Полюблю я тебя так крепко, как любишь ты меня. Фотография на стене твоя, смотри на меня. Привет, подруга, это группа ДМХ. Во-первых, как твоя учеба, как идут дела? Мы все ждем письма, а ты не пишешь, не звонишь. В холодной комнате лежишь, скучаешь и не спишь. Подруга, я хотел сказать тебе, послушайся меня. Твое молчание для Плытока хуже, чем тюрьма. Ты почему ему не пишешь, дай ему ответ. Прошу тебя, пойми меня, послушай мой совет. Ну как тебе мне объяснить, что делать, как мне жить? Не может наш Плыток никак твое лицо забыть. Не может он забыть твои ранимые слова. Те горькие твои слова, я не люблю тебя. Я так и не пойму, подруга, что с тобой вообще. Ну в общем я не понимаю, что с тобой в натуре. Или с тобой совсем не то, или ты не в себе. А может, хахаря нашла себе в прокуратуре? Да к черту всех друзей твоих, да к черту всех подруг. Ты и сама не понимаешь, в чем твои ошибки. Ведь от тебя ответа ждет мой самый лучший друг. А ты на ветер бросила все его попытки. Ну ладно, все, на этом мы писать письмо закончим. Я Плыток, и со мной сидит моя братва. Но мы сейчас и никогда не будем ждать ответа. С огромным уважением, группа ДМХ.
Все началось с того, что нас ужасно понесло. Очень уж понравилось нам тратить легкое бабло. Слушайте, ребята, я расскажу вам все, как на самом деле это все произошло. Настала зима, а с ней морозы налетели. Мы с Хаммером уже который день не пили и не ели. В теплом подъезде, укрываясь от метели, мини-маркет небольшой походу присмотрели. Спокойно зашли, поздоровались со всеми, волыны засветили, потребовали деньги. Тёлки от испуга упали на колени. На всякий случай Хаммер держал их на прицеле. В это время кто-то открыл за нами двери. В суматохе мы уже в нее шмалять хотели. Стеклянную витрину нечаянно задели, но та убежала, и мы заметить не успели. Суточная выручка лежала у меня в кармане. Вышли на дорогу мы и мотор поймали. Все точно по плану. Ровно за 3 минуты бабки на руках, с нами ветер попутный. Суточная выручка лежала у меня в кармане. Вышли на дорогу мы и мотор поймали. Все точно по плану. Ровно за 3 минуты бабки на руках, с нами ветер попутный. Пусты желудок и карманы тоже. От холода продрогли кости и мороз по коже. У Хаммера гастрит и его уже корежит, а у меня начинают нервы стежить. Стужа безжалостно бьет нас по роже. Надо что-то делать, а не то мы уничтожены. Тут еще охранник вышел с игрового зала, и поняли мы, что наше время настало. Не теряя времени, быстро забежали мы. Сучку с ключами кричать заставили. Холодную ТТшку ей к черепу приставили. Короче, жути на нее конкретно мы нагнали. С перепугу гашник свой она открыла, бабки мне в карман переложила, до выхода нас взглядом проводила, а уж потом в полицию звонила. Нормально в тот день мы с лохотрона сняли. По всей Алмате туда-сюда гоняли. Ровно 3 минуты, точно по плану, и мы держим курс к дорогому ресторану. Нормально в тот день мы с лохотрона сняли. По всей Алмате туда-сюда гоняли. Ровно 3 минуты, точно по плану, и мы держим курс к дорогому ресторану. Еще, братишка, подожди, самое хуевое будет впереди. Ты узнаешь истину жизни и судьбы. Быть или не быть, потерять или найти. От души мы лаканули с Хаммером водяры. Вышли в город походить по грязным тротуарам. Конечно, можно было бы сорваться на Канары, но мы предпочитаем наши черные кварталы. Идем, улыбаемся лавандоса валом. Не торчим в подъездах, не греемся в подвалах. Фортуна улыбнулась и удача замигала. И поняли мы, что наше время настало. От бухла и ручника крыша начала съезжать. Иней глаза мои начал покрывать. Ощущение, будто бы попал в Бермудский треугольник. Пропадешь без вести так, и хуй кто вспомнит. Хаммер остановил и сказал: не стоит, брат, мне поебать и ему не привыкать. Короче, вламываюсь я в попутный лохотрон. Кричу, что это ограбление, и трясу стволом, карманы набивая сверкающим баблом. Сука с брелком стала щелкать еблом. Сука с брелком стала щелкать еблом. Сука с брелком стала щелкать пультом. От хруста капусты в ушах заложила. К объекту подъехала служебная машина. Честно скажу вам, я их не видел, но Хаммер был рядом, и он их увидел. Два мусора технично подкрадывались к залу, но Хаммер их встретил неожиданным залпом. Те перепугались, даже про стволы забыли. Из-за этих сук потом ему попытку вменили. Слушай дальше, брат, еще не время руки опускать. Хаммер продолжал в них стрелять, пока я доставал это чертово бабло. Охранник из-под тишка напал на него. Здесь еще два мусора вспомнили про пистолет, и понял он, что попал в мусорские сети. Начал он шмалять во все эти субъекты, зная о том, что другого шанса нету. Стою на середине зала, бабки на кармане. Вокруг толпа мусоров со стволами. От
Отвечаю, пацаны, меня бы расстреляли, если бы не вышел я с поднятыми вверх руками. Вижу хаммеров в крови, цифры красные 0,3, ментовские голоса, цифры синие 0,2. Сердце бьется, словно бит, голова как бас гудит. Я уже тогда подумал, это будет новый хит. Назад уже дороги нет, впереди тюрьма. Допросы, вопросы, хуета и суета. Нас упаковали ровно за 3 минуты. Я лежал и думал, где же ветер попутный. Назад уже дороги нет, впереди тюрьма. Допросы, вопросы, хуета и суета. Нас упаковали ровно за 3 минуты. Я лежал и думал, где же ветер попутный. Братеевская улица, дом 21. Следующая остановка – детская школа искусств. Так, графику, не живу, не смотрю я новости в районе. Я живу голос улиц во мне, соблюдаю правила приличия, величия. Живу как могу, запретов не ищу, не беру за то-то делать, совсем я не могу. Надоело смотреть одни и те же рекламы, а также надоели строгие указы папы и мамы. Плохо в школе учился, проблемы с ментами. Доход мы напрягали, нас считали врагами, но мы с друзьями хотим вам сказать, нам надоело, мы как куклы, марионетки в руках политиканов, депутатов, кандидатов. Политика, критика засоряет наши дверы, заполняя все дерьмо. Войной идет на мир, мы знаем, что в стране свои тираны. С помощью наркоты зализывают раны. Наркоманы, проститутки, трасса рубит предел. Фашисты, анархисты, это не предел. Мир наш жесток, куда нам деваться? Нельзя в этом мире, люди, сдаваться. Мир наш жесток, куда нам деваться? Нельзя в этом мире, люди, сдаваться. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Это моя жизнь, это мое поколение. 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 Это наша жизнь, наше поколение. Продажные люди мой октал засоряют. Граффити в моем сити закон уничтожает. Мои кроссовки устали, они требуют замены. В моей жизни перемены происходят незаметно. Дискетет мой за решетку загремел ни за что. Я не знаю, что мне делать, я не верю ни в кого. Проституция вокруг, коррупция везде. Я не хочу на войну, что делать там мне? Пришла повестка мне домой, зовут солдатский строй. Знакомая подруга торгует собой. Порой домой возвращался я и видел, как в толстых дядьков стрелял в маске киллер. Нигер с экрана призывает меня к насилию. Прислушайся к тексту, услышу слезы улиц. Я хип-хоп в головах, и со мной моя братва. Westside Song Band, мадов. Здоровый образ жизни, уважаю я стрельбу, как после водки рассол, после лжи. Правда, не надо нам морочить голову, не надо средний палец с руки. Вот вам, суки. Мир наш жесток, куда нам деваться? Нельзя в этом мире, люди, сдаваться. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Это моя жизнь, это мое поколение. 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 Это наша жизнь, наше поколение. Даст ли мне кто-нибудь надежду на завтра? Будет ли мой взгляд на мир правильным или суровым? Как война в Чечне, как война между вышестоящими и настоящими деньгами мутятся дела. Правда людей не касается верха. Как красиво знать, будет хорошо, нам не нужен порошок. Белая смерть, верит ли нам
мое поколение. Это моя жизнь, это мое поколение. Это моя жизнь, это мое поколение. Это моя жизнь, это мое поколение. Это наша жизнь, наше поколение. Это моя жизнь, это мое поколение. Это моя жизнь, это мое поколение. Это моя жизнь, это мое поколение. Это наша жизнь, наше поколение. В районе вырос я, ждет меня бандитская судьба. В районе вырос я, ждет меня бандитская судьба. Образования нету на улице, я с детства. Пример был дядя гангстер, что жил в одном подъезде. Его машина, деньги и цепи, адик черный. Хотел я стать бандитом, хотел таким, как он я. Но вскоре передумал, увидев крышку гроба. И мать того бандита убита была горем. Закон стрелял так точно, закон судил так строго. И все, что было дома, закон забрал законно. Учиться я хотел, чтобы работу получить. Но чтобы что-то получить, сначала надо заплатить. Хочу покончить с этим, хочу уйти из гетто. И чтобы изменить жизнь, иду на преступление. Господи, скажи, что мне делать, как мне жить, если буду умирать, проводив гангстерский рай. В районе вырос я, ждет меня бандитская судьба. 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 Деньги это выход, выход это деньги. Жить хочу нормально, иду на преступление. Не могу я больше видеть глаз голодных, моей семьи, моих родных лишим, хочу помочь я. Ствол в руке не дрогнет, все иду вперед я. Сзади только гетто, впереди свобода. Ствол, обменник, маска, выстрел, все закончил. Я помог семье, но сам теперь невольный. В районе вырос я, ждет меня бандитская судьба. 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 Господи, скажи, что мне делать, как мне жить, если буду умирать, проводив гангстерский рай.
даже мама и отец. Не можешь даже цель себе поставить. Не знаешь, где начало, а где конец. Не знаю я о том, что будет завтра. Останусь ли я жив или умру. А может быть, меня девчонка бросит. А может быть, в тюрьму я попаду. Я вижу каждый день одно и то же. Я вижу, как одни кого-то бьют. Я вижу, как в подвалах ребятишкам наркотики попробовать дают. Ну что за жизнь у нас такая с вами? Где денег не хватает никогда. Ведь деньги это грязная бумага. Но и без денег нам прожить нельзя. Все кражи происходят из-за денег. За деньги продают самих себя. Ну чтоб девчонке подарить подарок, везде должны быть деньги у тебя. Зачем тогда на свет мы появились? Чтоб жизнь такую грешную прожить. Но знаю, нет такого человека, кто не хотел бы в этой жизни жить. Мы хотим, чтоб нам попутный ветер дул, чтоб Аллах всю нашу жизнь перевернул, чтоб не знали горя люди никогда. Это наша жизнь, это наша судьба. Выходишь вечером на улицу опять, ты слышишь крики, громкий плач и стон. Все почему-то любят убивать. Здесь каждый хочет сесть на царский трон. Здесь беспредел, здесь уличная жизнь. Здесь нужно больше дела, меньше слов. И если чуть окосится твой взгляд, любой чувак тебя убить готов. Хочу кричать я людям, хочу сказать, хочу, чтоб жизнь у нас спокойная была. Скажи, зачем друг другу убивать? И чтоб судьба спокойствие дала. Нам надо вместе эту жизнь спасать. Но нет, ведь человек не знает, что такое эта жизнь. Ведь люди лишь самих себя спасают. Спасают, чтоб прожить вот эту жизнь. Идешь и видишь, кто-то грабит тачки. Он грабит, чтоб купить себе еду. А кто-то просит у людей подачки. Такую жизнь я видеть не могу. Мне остается лишь молить Аллаха, чтоб он всю нашу жизнь перевернул, чтоб не было насилия и страха. Мы хотим, чтоб нам попутный ветер дул, чтоб Аллах всю нашу жизнь перевернул, чтоб не знали горя люди никогда. Это наша жизнь, это наша судьба. Мы хотим, чтоб нам попутный ветер дул, чтоб Аллах всю нашу жизнь перевернул, чтоб не знали горя люди никогда. Это наша жизнь, это наша судьба. Мы хотим, чтоб нам попутный ветер дул, чтоб Аллах всю нашу жизнь перевернул, чтоб не знали горя люди никогда. Это наша жизнь, это наша судьба. Мы хотим, чтоб нам попутный ветер дул, чтоб Аллах всю нашу жизнь перевернул, чтоб не знали горя люди никогда. Это наша жизнь, это наша судьба.